Сказать свое «нет» убийству и насилию. С такими мыслями на мемориале памяти и славы собрались общественники, депутаты и молодежь. Участники митинга едины в одном. Все они против террора. К мемориалу пришли люди неравнодушные, те, кто переживает за события, происходящие в стране и в мире. То количество людей, которое сегодня собралось на этой площади, неравнодушных людей, говорит о том, что мы все против терроризма. Наверное, жители Ингушетии не понаслышке знают, что это за беда. Сегодня мы видим и поддерживаем нашего главу государства, который открыл борьбу против терроризма в республиках Донецкой, Луганской. Как назвать эти вещи, когда 8 лет несколько республик терроризировали, люди жили в подвалах, дети не учились. Это терроризм только в огромных масштабах. Как назвать то, что сегодня бомбят мирные города, не участвующие в боевых действиях? Поэтому мы сегодня говорим спасибо большое нашим бойцам, которые ведут эту праведную борьбу. Мы не стоим в стороне. Мы направляем очень большое количество гуманитарной помощи. Мы формируем сегодня ингушскую бригаду для ведения действий. И мы видим, что действия правительства, действия наших силовых структур приводят к тому, что все-таки мы живем в более мирной обстановке. И даже несколько лет назад было более опасно, чем сегодня. Сегодня мы свободно гуляем, потому что мы все сплотились и боремся с этим злом. Свое «нет» террору сегодня говорят и самые маленькие жители республики. Они не выступают с высоких трибун, но их стихотворения берут за душу. Детям детство нужно, а не бомбы взрывы. Мы страдаем. За что? Хватит бомбы взрывать, убивать без причины. Хватит кровь проливать, ведь вы же мужчины. Скажем вместе терроризму нет, миру нужен солнце, яркий свет. Борьба с террором, к сожалению, не обходится без жертв среди правоохранителей. Ради мирного неба над головой отдали свои жизни более 400 стражей закона. Слава Всевышнему, что сейчас это все уже в прошлом. Я надеюсь, что больше никогда нашему народу не придется с этим сталкиваться и переживать эти дни. 3 сентября также отмечается день завершения Второй мировой войны, которая унесла миллионы человеческих жизней. На защиту Родины с 1939 по 1945 годы прошлого столетия встали и представители Ингушетии. Тысячи из них погибли. Ту войну смело можно назвать государственным терроризмом. Политика фашистов была направлена на уничтожение людей, которые, как им казалось, были не такими, как они. Любое насилие по своей сути чудовищно и неважно, кто и по каким причинам становится его жертвой. Никто не имеет права решать, кто достоин жизни, а кто нет, кто лучше или выше в расовом определении или вере. С этого и начинается любой террор. Гораздо лучше, если мы будем вспоминать о том, что было, и не допускать этого впредь. Лучше мы будем говорить друг с другом, говорить о том, какое разрушительное действие несет за собой террор, ненависть к такому же, как ты, человеку, и последствия этого, да, чтобы эти картины и примеры этого исторические уберегали нас от того, чтобы эти зерна прорастали в нашем обществе. Безусловно, что способствует и фактору объединения, фактору единения нашего многонационального, многоконфессионального народа. Свое видение двух противоположностей – мирной жизни и жизни под угрозой терроризма – юноармейцы Ингушетии показали наглядно на больших ватманах. Очевидно, что хотели донести до нас авторы этих рисунков, но гораздо интереснее послушать самих художников. Здесь мы показали, насколько может быть счастливым этот мир, если
будет терроризма. Мы показали, что люди будут жить в мире, в защите, а самое главное, у детей будет счастливое детство и счастливая жизнь. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно. Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом о Днях воинской славы. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков. Новости 24.